Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич. Здравствуйте. Сегодня в эфире программы «Личный прием» глава Кукмурского муниципального района Дмитриев Сергей Дмитриевич ответит на ваши вопросы и выслушает пожелания. Напомним, жители района присылали свои вопросы на личную страницу главы района, также в нашу группу ВКонтакте «Кукмур Татарстан» и на WhatsApp номер. Вопросов пришло немало. Львиную долю из них составили, конечно же, проблемы дорог и капремонт многоквартирных домов. Остановимся на каждом из них. Итак, первый вопрос у нас поступил от Сагдеевой Галины. Ее интересует вопрос о возможности прокладки тротуара от улицы Ворошилова до лицея по улицам Переулок Майский и улица Майская, так как во время учебного года эти две небольшие улицы загружены с утра до вечера. Также, пишет она, прошу рассмотреть вопрос об ограничении движения транспорта в летнее время по улице Майская на перекрестке, ведущем в сторону стадиона, так как там спуск, едут дети разных возрастов на самокатах и велосипедах. Да, еще раз всем доброго дня. Такой вопрос, он очень актуальный. И в этом году у нас ведется благоустройство на территории больницы и прилегающей территории. В этом году вдоль оврага будет продолжен тротуар, так как улица Майская у нас она очень узкая, и при том еще у нас в аварийном состоянии канализационная сеть на этих улицах. Мы обратились в правительство нашей республики, чтобы сделать проектные работы на замену сетей канализации. После замены сетей канализации на этих улицах, соответственно, появится у нас возможность проложить по улице уже Майской и, соответственно, по Ворошилову тротуар. И плюс нужно отметить то, что у нас территория горнолыжной базы развивается, и очень много туристов туда у нас приезжает, и раньше было и зимний период только, и сегодня мы имеем на этой площадке возможность и принимать туристов и летний период, потому что в этом году мы сделали лыжероллерную трассу. На этой площадке можно и на роллерных лыжах кататься, и на роликах, и на велосипеде. Эта зона она будет развиваться. Так как эту зону мы развиваем, обязательно надо проложить и дорогу по улице Майской. Вот вы уже сами отметили насчет тротуара. И дорога она очень узкая. Мы решили где сделать отдельный заезд через бывший кирпичный завод через Тинчурина. Эта работа у нас на контроле. В этом году мы начали, уже там прочистили, открыли площадку. Мы в комиссии БДД сейчас рассмотрим, и если положительно будет принято решение, на следующий год мы планируем сделать там дорогу. Насчет тротуара, который вот я сказал, вдоль оврага, она будет сделана в этом году. Также освещение и полное по всем параметрам она будет совпадать по правилам БДД. Спасибо за ответ. Жительницу улицу Марджани Гульнару Ющик интересует вопрос окончания работ по укладке пешеходного тротуара. Работы остановились на середине улицы, пишет она. Улица Марджани. Да, у нас во многих улицах уже проложены тротуары, мы на это уделяем особое внимание, потому что для всех социальных объектов мы себе взяли обязательства. Я, соответственно, дал поручение своей команде, чтобы ежегодно мы в обязательном порядке тянули тротуары до всех социальных объектов. И все вот загруженные улицы, где плотное движение автотранспорта, она должна иметь тротуары. И вот, соответственно, Марджани мы в прошлом году сделали какую-то часть, в этом году какую-то часть тротуара. Зачем она наполовине только вот останавливается? Потому что из-за нехватки финансирования ежегодно нам выделяется лимит, по этому лимиту мы ежегодно строим и тротуары, и дороги, и асфальтовое покрытие, соответственно.
мы работаем в рамках лимита, и на следующий год эта работа будет продолжена. Васильева Ксения. Мы живем в микрорайоне 106 Большой Кукмар. У нас проблема, нет дорог. После дождя не выехать и не заехать, и с 2 детьми приходится идти по грязи. Зимой то же самое, не заехать, не выехать. Было бы хорошо, если в нашу сторону ездил автобус и была бы хоть какая-то дорога. Дорога у нас остается глобальной проблемой. Соответственно, мы же видим, что Кукмар растет, и новые микрорайоны у нас растут, и микрорайон южные, там 3, 4, 5, 6 у нас они, каждый год мы видим, что очень много домов строится, это приятная забота. Соответственно, есть программы, федеральные программы, республиканские программы. Мы максимально участвуем и в федеральной программе. Вот, мы как бы в народе говорим «зади Эльфани», там, «зади газовые заправки». Мы видим, что эту работу мы за счет федеральных денег смогли отблагоустроить. Эту программу развития сельских территорий. В этой программе и мы в этом году немаленький объем выполняем в селах. Это в Ульясском сельском поселении, Большосартовском сельском поселении. Там тоже нужны были дороги. И на 2025 год мы тоже заявились на продолжение Южной 5 и Кольцевая Манзарас. И также мы заявились через Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на благоустройство улиц в Кукмарском сельском поселении. Надеемся, что мы в этой программе пройдем и как бы пройдем конкурс, и появится у нас возможность благоустраивать наши вот эти новые микрорайоны. А что касается республиканских программ, Щебенение, там есть отдельная программа. И в ближайшие годы мы уж планируем там вот именно у нас все просчитано. У нас сегодня нужно проложить еще 39 километров дорог по этим улицам. Я надеюсь, что в ближайшие годы за счет федеральных программ, за счет республиканских программ эти вопросы мы снимем. Надеемся, что все сложится. Так как там жителей немного пока, домов немного, пока не имеем никакой возможности туда маршрутный автобус пускать. И у нас же на этой территории запланирована промышленная площадка 98 гектаров. На этой площадке у нас уже на следующий год появятся первые резиденты, соответственно, и с ними мы обязательно на этой площадке, на эту территорию должны будем маршрутный автобус поставить, и, соответственно, и больше людей будут, уже надеемся, на этой территории появится, больше будут жить после того, как появится дорога, сеть, коммунальные сети. И, соответственно, мы потом будем рассматривать. Латыпова Алена пишет. Мое личное пожелание, чтобы с умом выбирали музыку для дискотек. Воспитание детей – это обязанность родителей, но администрация должна немного фильтровать музыку. Много современного и интересного. Не обязательно ставить прекрасное и далеко, но не это же. Согласен, я прочитал вот вопрос, как раз у меня ВКонтакте же было. Я тоже был удивлен, что вот такие песни ставятся для молодежи. Я всегда всем своим казамам, коллегам говорю, чтобы мы молодежь воспитывали патриотично в школах, домах культуры, детских садах, дома, соответственно, везде. Обязательно мы это учтем. Большая благодарность, что вот вы не безразлично вам, вы обратили на это внимание. У нас много там приезжающих, конечно, диджеев всяких приглашаем для молодежи, чтобы было интересно. Вот там обязательно возьмем это на контроль, и я соответствующее поручение тоже дал, чтобы полностью говорили, что у нас все должно быть патриотично, да, там модно, не модно, молодежи там по-своему, и все равно на это будем уделять особое внимание. А что касается культуры Кукмарского муниципального района, работники РДК, они только ставят такие патриотические песни, и именно они работают в направлении патриотического воспитания. И, соответственно, у нас не только танцы, пляшки, там дискотеки, там же есть и караоке, всякие другие развлечения для молодежи. Но без этого никак, молодежь растет, есть у них интерес, чтобы они туда-сюда там уж не ходили, чтобы место было там, место притяжения. Мы организовываем в летнее каникулярное время такие мероприятия на площади. Ну, они вот
по вашей подсказке будет откорректировано, и обязательно же мы, еще раз повторюсь, учтем все ваши предложения. Спасибо. Зитханов Ильдар. У меня, как и у многих жителей Кукмара, наверное, складывается не очень хорошее впечатление о наших дорогах в нашем районе. Конкретно возьмем дорогу от светофора, где магазин «Сафар», в направлении жилого рудника. Объездная эту наша. Она в ужасном состоянии, ездить невозможно, никаким стандартам и ГОСТам не соответствует. Когда сделают этот участок? И тут же второй вопрос. И второе, вишенка на торте в нашем прекрасном микрорайоне Гафиатуллина в Алфавите. Когда будет хорошее давление в водопроводе? Объездная. Дороги, я с вами согласен, оставляют желать лучшего. Да, у нас протяженность дорог Кукмарского муниципального района 430 километров. Это дороги регионального значения, собственности Республики Татарстан. ГДС, мы говорим, Дорожный фонд нашей республики ежегодно выделяет в рамках лимита финансирования на наш район. Мы видим, что во многих площадках у нас не только объездная, вот это, которую сказали, Кукмарская объездная города, и другие площадки у нас оставляют желать лучшего. И я ежегодно обращаюсь в республику, Рустему Нургалиевичу, Алексею Валерьевичу, нас слышат и поддерживают. И так как у нас вот лимит, я же говорил, федеральный лимит, мы через Министерство сельскохозяйства получаем финансирование не менее там почти 150-200 миллионов рублей ежегодно, и эти финансирования они идут на благоустройство новых территорий, селах наших по программе комплексного развития всех территорий. Соответственно, и лимит у нас уменьшается. Но по этому году нам республика выделила немалые средства, учли вот наше обращение. И у нас глобальная проблема была, там очень пыльно было, и ко мне было очень много обращений с Кошкинского сельского поселения. Там огромные деньги в этом году у нас. Мы отправили на эту территорию 380 миллионов. Соответственно, и у нас на следующий год там какая-то часть еще остается доделывать, и мы планируем на следующий год объездную, вот как обозначили. Также у нас долгие годы у нас просят, и мы знаем, что его нужно сделать, это в сторону села Чура-Лильвиш. Эта площадка у нас в плачевном состоянии. И Камышлы, Аршемия, это территория. И в первую очередь вот эти территории нам нужно включить. И у нас еще остается, конечно же, вот были там вопросы Нижний Кумор, Важашур, Нарте, Чарлы, эти территории еще мы даже не начали. На все эти территории имеется проектно-сметная документация. В ближайшие годы также мы эти дороги будем включать. И Гафиатуллина. Когда будет давление? Гафиатуллина мы делаем реконструкцию сетей водоснабжения. Там было написано, где скважина, которая была обещана. Просто вот взять и скважину пробурить, это одно, там, это можно в программу включить, но у нас есть такой термин «дебит воды». Мы сейчас обследование сделаем. У нас зачем мы не пробурили, там мы одну скважину пробурили, а вторую на этой же территории сказали уже эксперты, что смысла не будет никакого. Мы сейчас новую водозону формировали. После того, как мы в этом году вот эти 110 миллионов освоим, на эту новую линию присоединятся наши подворья, дома подсоединятся, мы посмотрим, там должно быть улучшение из-за того, что мы наблюдаем именно на новых микрорайонах особенно, по каждой улице труба идет разным диаметром. Из-за этого напор воды сильно уменьшился. Из-за этого прорывы очень большие были. Я думаю и уверен, что этих участках, где провели реконструкцию, ситуация должна наладиться. И, соответственно, мы еще проектируем в этом году, чтобы включить уже остатки. У нас на порядка 130 миллионов еще финансирования нужно будет полностью завершить реконструкцию сетей водоснабжения города Кукмар. На 2026 год мы тоже будем заявляться тоже по той же программе комплексного развития сельских территорий Министерства сельскохозяйства Российской Федерации. Следующий вопрос касается дорог. Тут 3 вопроса, мы их объединили. Я сейчас их зачитаю.
Рифат Халиков. Каждый год смотрите центр, тротуары хорошие, переделываете. Лучше бы положили щебеночную дорогу в новостройках. Пешком по колено в грязи ходим, по полю с детьми. Большой Кукмар, улица Зульфата Хакимова. Гатин, Наиль. Рудник үстүндө яңа участокларда кошан юл солонор экен. Yoz көз бик уңайсыз 3 бала белән кирип чыгарга. Безнең адрес Большой Кукмар, Мичурина, Урама. Кукмараны инде сезнең ярдәм белән бөтен Россиядә таныйлар. Эшегездә уңышлар, юл проблемаларын хәл итсәгез иде. И Фаттахова Римма, присоединяюсь к комментарию полностью. И в жилом руднике дорога от мечети и ниже по улице Строителей в ужасном состоянии. По первому вопросу, который был отмечено, что насчет тротуаров, там центр только обновляем, я хочу всем объявить, что вот это программы, которые мы обновляем, мы гранитом ложим тротуары, велодорожки. Эта программа, она идет, федеральная программа. Мы через программа «Малые города». Мы 2 года уже выиграли этот грант, слава богу, финансирование получили не маленькие. Вы, наверное, заметили напротив Сбербанка, вот эта площадь, где музей у нас благоустроено было. Также мы потом до светофора дошли. Сегодня реконструкция идет на территории больницы, с прилегающей территории, тоже велодорожкой. Она должна у нас соединиться потом со светофором, где МВД. Это отдельная программа. А что касается дорог, я уже сказал, мы никого не забыли, мы по этой теме работаем, и мы обратились к Рустаму Нагалевичу за увеличением лимитов, так как это остается глобальной проблемой. Да. У нас вода и дороги. По газификации у нас очень глобальная проблема была. Она была решена указом Путина Владимира Владимировича до газификации. Этот вопрос мы просто полностью уже, можно сказать, что решили. Если у нас какие-то вопросы возникают, заявление пишет, через «Газпром» мы отрабатываем, и никаких проблем нет. А вот эти 2 вопроса у нас на контроле. Мы где дороги нужны, где вода нужна, мы все знаем. Это как бы дорожная карта у нас выработана, и в ближайшие годы она тоже будет сделана. Шулай сұрау бар енді біздің юл бойынша Большой Кукмарға юл керек деп, рудник жерлігіне деп, рудниктің бүтін проект ішлері ішленген, анда енді көпмедір дәрежеде түп юллардағын ішленді. Шулай біз аны дәвам етірге ойлаймыз келесі жылға дағын ол жерлікте. Әйткенімше енді юл мәселесі біздің ең түп кескен мәселе болып қала. Біз аны алдағы жылларда күбірек көлемде эшләп бу мәсьәләдә хәл итәргә планлыйбыз. Мин аңлыйм, бар инде менә рәхмәт республикабызга, Рустам Нагалевич һәрвакыт тагын ярдәм итә, тагын шулай ук бар менә безнең республикада эшләгән үзара салым программасы. Ул акча белән генә бу эшләрне эшләп булмый, чөнки моның бик зур күләмле объем эшләргә кирәк. Алдагы елларда biz аны Алла берсә ничек тә хәл итәргә тырышырбыз. От имени жильцов дома 17 по улице Ворошилова нам написала Резида Ярулина. Дело в том, что наш двор находится в плачевном состоянии. Во-первых, неоднократно обращались по поводу освещения во дворе. В темное время суток невозможно идти по двору. Нет скамеек. Во-вторых, подъезды в ужасном состоянии, даже нет дверей. Скоро холода, и в домах будет холодно. Наш дом стоит в центре города, и нам стыдно за такие условия. По этому по поводу я и с городом пообщался, с исполкомом города и управляющей компанией. В этом году они двери поменяют. На следующий год они планируют включить его в ремонтные работы. Также у нас же программа, прекрасная программа под эгидой Рустама Нагалевича от республики, работает там благоустройство дворовой программы. А в республике взяли таким образом, где асфальтовые покрытия были во дворах, пока их не стали включать в эту программу. Где не было твердого покрытия, эти дворы были включены. К сожалению, у нас не все дворы были включены, 47% дворов только у нас было включено. Эти все работы мы уже выполнили в этих дворах. Мы ждем формирования еще второй очереди
программа, и, соответственно, тогда будет все как бы благоустроено в этих площадках. А что касается подъездов, что касается скамеек, дверей, это обязательно же должно быть сделано за счет сбора средств жильцов. Они же сбор организуют на многоквартирных домов. Управляющей компании мы попросили, чтобы они обратили на это особое внимание. Абдулина Айсулу пишет: я работаю в сельской школе учителем, живем в сельской местности, стаж работы 10 лет. Стоим в очереди на программу 70/30. Действует ли эта программа, стоит ли на нее надеяться? Эта программа тоже через Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Эта программа, она очень прекрасно работала, очень хорошо себя показала. Но из-за того, что появилась новая программа 80/20 мы его называем, 20% это заявитель или работодатель оплачивает, и 80% соответственно федеральный и республиканский бюджет. Мы в прошлом году 8 домов построили в первую очередь, потом 7, соответственно 15 домов в прошлом году построили, в этом году мы 6 домов построили и по 20/80, а, к сожалению, 30/70 финансирование не получили. Пока никто не объявил, что эта программа не работает, и ждем, что финансирование все равно будут. Еще новая программа появилась. Вот, пользуясь случаем, я хочу обратиться и к гражданам нашего района. В этом году мы строим, вот буквально на днях только получили финансирование на строительство 30 домов. Это арендное жилье. Заявитель, кто нуждается в жилье, можете прийти к отделу учета жилья исполкома, оставить свое заявление. Я сказал уже 30 домов в этом году. На 2025 годы у нас тоже есть заявки. На 2026 года мы уже ждем от вас заявок. На этой площадке у нас, если 30 домов в этом году появится, это деревня Камышлы. На этой площадке мы можем построить до 70 домов. Там будет благоустроена улица, газификация, полностью протянута вся сеть. Заявитель, гражданин, нуждающийся в жилье, заезжает и как бы ставит мебель и начинает жить. Вот в таком формате она будет функционировать. У нас бюджетные организации, соответственно, они 100% финансирования, а коммерческие, это сельхозпредприятия в этом случае, что связано с силом предприятий, у них деятельность, если связана с сельским хозяйством, то 35% оплачивают или же заявитель, или же предприятие. Таким образом, в этой программе можно участвовать. Спасибо. Вопрос, который интересует многих водителей, задал Ильдар Фаляхов. Когда будет мост через переезд? Проектные работы завершены. Это долгожданный проект, наверное, всех жителей города. Экспертизу мы получили. Ждем решения. Надеюсь, в ближайшее время, в ближайшие годы это осуществится, наши мечты. Тимиргалиева Нурфия. Во-первых, хочу поблагодарить вас за ваш труд для процветания Кукмара и за то, что не остаетесь равнодушным к нашим бойцам и волонтерам. И хочу спросить, когда будут облагораживать территорию Гафиатуллина, так называемая Абвагадейка? Посадили бы хотя бы кустарники. Эту территорию мы за счет благоустройства дворов территории огромный объем работы было сделано. Там у нас вопросов очень много было и по освещению, и по дорогам, по тротуарам, по другим вопросам. Я обращаюсь и управляющей компании, соответствующее поручение тоже дадим, чтобы с жильцами переговорить с жильцами, кто там живет, и какие деревья нужны, какие кустарники нужно обсудить, сами вместе дружненько посадить и, соответственно, за ним ухаживать. Если мы, очень много деревьев сажается ежегодно в городе и в районе в целом, я всегда говорю, чем больше деревьев будет, тем красивее мы будем. К сожалению, очень многие деревья засыхают, высыхают там, из-за того, что мы просто
не можем, по времени не успевает у нас управляющая компания за ними ухаживать. Из-за этого, если каждый дом будет за своими деревьями, за кустарниками ухаживать, там, не знаю, 1 раз в неделю, там, 2 раза в неделю хотя выйти его полить, у нас намного красивее станет у нас во дворах и вообще на территории нашего города и района. Следующий вопрос, вы частично на него ответили, но я его озвучу. Иванов Данил. В 2018 году со Среднего Кумора до Верхнего Кумора был проложен асфальт, тем самым сильно повредив дорогу съезда в сторону Нижнего Кумора до конца подъема. Вопрос. Подлежит ли этот участок дороги ремонту или новому асфальту? Потому что ямы с каждым годом увеличиваются, и ездить там становится все труднее. Та же самая ситуация с федеральной трассой с Камышлов до Аштарма-Юмьи. Да, согласен, я уже вот отметил, да, это да, у нас, где у нас дорог нету, где у нас сломано, где переломано. Она просто вот эти дороги, да, вот они не рассчитаны на такие машины, которые сейчас сегодня ездят, там 40-тонники, 30-тонники. И, к сожалению, все они портят. Одно делают, другое, одно сделали, другое испортили. Мне уже неоднократно это говорили, я согласен. Но не сделать дорогу там тоже невозможно было. И проектная смета документации имеется, она, конечно же, в плане, в приоритете ближайшие годы. Валеева Оля. Хотелось бы узнать, когда будет решена проблема с водоотведением. Иногда без объявления отключают воду на целый день, вечером напора совсем нет, из-за чего приходится долго ждать подачу горячей воды из котла, чтобы помыть детей. Из-за этого счета за коммунальные услуги приходят бешеные. Я уже отметил, что зачем отключались из-за того, что у нас вот сети, новые сети прокладывали, и прорыв постоянный прорыв из-за того, что у нас ветхими стали сети. И вот мы, первостепенная наша задача, обязательно в порядке, вот в этом году обязательно, сейчас мы его завершаем, и сами граждане должны подключиться на новую сеть, во-первых, и во-вторых, сделать в вторую очередь наши программы реконструкции водоотведения наших сетей по городу. Шишова Галина. Почему нет земли многодетным? По закону, если я не ошибаюсь, они должны даваться в течение 3 лет с момента подачи заявления на землю. Подала в 2017 году в декабре, как только родила. В этом году в декабре будет 7 лет, как мы ждем землю. Я неоднократно об этом говорил, и много было обращений. Мы получили согласие, сделали генеральный план. У нас вот на стадии завершения, буквально месяц-два мы полностью завершаем. И в этом году мы начинаем уже формировать. Даже мы, наверное, пытаемся успеть в этом году в бумажном варианте показать нашим гражданам, где у них будет земельный участок. Соответственно, по весне уже сможем на месте показать их земельные участки. 870 участков формировано, будет роздано. Вопрос от Гульнары Вафиной. Мы живем в центре города по улице Железнодорожная, дом 2. Когда же нашему дому ждать капремонта подъездов и дома? Все в ужасном состоянии, входные двери уже со старых времен, предподъездный вход уже не в хорошем состоянии, а детская площадка, если так можно назвать, одно только слово. Хотя весной у нас произошло ЧП с ребенком, который провалился в яму у дома 4. Очень просим вас решить вопрос по поводу ремонта домов и детской площадки. Все-таки живем в центре. Ремонт дворовой территории включен на 2025 год. Управляющая компания возьмется за эту работу. А насчет ремонта дома у нас поочередность. Ежегодно мы 4-5 домов включаем. И за счет сбора жителей данной территории, в этом случае данного дома, за счет местного бюджета и, соответственно, за счет республиканского бюджета. Мы по очередности она только будет включен в 2030 году. Гарипов Марат. Киндеркул Кукмарага иң якын авылларның берсе. Лекин авыл эчендәге юллардан йөрерлек түгел. Объездной яктан кергәндә дә юллар бик начар. Бу проблеманы берничә хәл итеп булмасмы икән? Хаманда юл проблемасы әйттем инде берничә җирдә юллар күбесе инде безнең күп мәсьәләләр һәм социаль объектларны бик күп кенә ремонтладык, авыл җирлекләрендә дә мәктәпләр, детсадлар бик күп эшләр эшләнде. Инде федераль программалар белән, республика программалары белән безнең калып килә инде менә юл мәсьәләләре. Алсын барсын да беләбез, ул юлында ясарга кирәк икән беләбез.
Безнең ул планда тора. Менә белсәгез, һәрбер авылда диярлек, һәрбер җирлектә диярлек спорт площадкаларында ясалып чыкты, хоккей площадкаларында ул барсы даган федеральный грант белән эшләнде. Менә без быел тагын шул ук федеральный грантка бик күп кенә мөрәҗәгать ясадык, проектлар эшләдек. Алла бирсә, инде анда күпме дәрәҗәдә шушы грантларны аталсак, безнең авыл җирлекләрендә дә шул грант хисабына асфальт җәяргә планлаштырабыз. Каядыр щебень ясарга, каядыр асфальт җәяргә. Шул программалар белән, республика программалары белән, федеральный программалар белән менә бу юл мәсьәләләрен сез әйткәннәрнең барсы да көн сайын без аның белән хезмәт куябыз. Безнең алар көн казагында киләчәктә шушы программалар нигезендә Алла бирсә эшләргә план тотабыз. Алла бирсә. Киләсе сорау Михайлова Римма. Менә бу Большой Кукмар Сары Садыковага төшә торган юл. Монда таш салу түгел, юл знагы да юк. Юлда сплошной линия. Шунда знак куйларга тиештер инде ул, раз йортлар бар, кеше яши. Бик рәхмәтле булыр идем. Быелга безнең анда быел эшләргә планлаштырабыз. Быел булмаса, киләсе елга аны кертәбез инде ул юлны. Аның знагын да куелыр, бөтен башка бөтен булган мәсьәләләрне дә хәл итәргә тырышабыз. Следующий вопрос у нас от Диляры Рамилевны, и он в формате видеообращения. Хөрмәтле Сергей Дмитриевич, сине үтенеп сорыйм бит, квартиралар бирин дигәнемә. Депутатлар белән дә килеп киттегез бит, су юк, күмер ягулыгы юк, су юк, газ юк, ничек яшәргә кирәк анда. Бирин квартира безгә янына. Зинахар. Сине бүтән җирләрдән карап, мен исән сау булды, Худайдан сорап торам. Безгә дә ярдәм итсене, я Рабби Худаем. Безгә дә ярдәм итсене, исән сау булны, дәрәҗәләрен күтәрелеп, исән сау эшләргә язсын. У нас, к сожалению, пока программа аварийного жилья не работает. Мы на этой территории были. У нас есть спонсор, который готов оплатить за каждую квартиру 200 тысяч рублей и переселить. И есть понимание государственным жилищным фондом. 200 тысяч рублей как бы первый внос вносят. И, соответственно, подписывается договор и выделяется квартира по программе Государственного жилищного фонда. А пока, так как программы нет, других возможностей мы не имеем, к сожалению. И граждане, у нас 2 человека пока еще обсуждают, они думают, или взять эти 200 тысяч рублей и получить квартиру, или же пока подождать. Есть сомнения у граждан, они думают, никто не знает, сколько это будет финансирование будет и когда еще заработает программа аварийное жилье. Там будет 400 тысяч возмещений или 500 тысяч будет, никто не знает, но жильцы надеются, что там будет не менее 500, из-за этого пока еще думают. Я думаю, если пока, когда такая возможность есть, может все-таки воспользоваться, пока есть спонсор, пока есть такая возможность, и жилищный фонд готов подписать и переселить, пошли они навстречу. Это на решение наших граждан, самих жильцов. Спасибо за ответ. Келесі сұрау Рауза Хужиевадан. Біздің Түркеш ауылында түзетсегіз бик яхшы булыр иде. Фельдшерыбыз Лилия ханым бик тә үз эшенең остасы, барыбыз да шуңа бара, ләкин условиялар җитми. Ныртыда больница эшли, Дусайда төзеделәр, алар бик рәхмәтле. Без дә рәхмәтле булыр идек. Сезгә эшегездә уңышлар, иң мөһиме нык сәламәтлек теләп калабыз. Амин, рәхмәт. Үзегезгә дә шулай ук. Безнең Ныртыда анда инде амбулаторный лечебный центрда бар, шулай ук Дусайда дагы инде әйткәннәр, анда ФАП куелды. Безнең бик күп авылларга ФАПлар куелды, инде әле куясылары әз түгел, куясылары бик күп әле.
Шулай түркөштө да биз ойлойбуз, андан мәдәният йортун ремонтка кирткәч, ремонт вакытында анда фаптагын ремонтланчак. И последний у нас вопрос от Зухры Галиуллиной. Есть ли у нас в Кукмаре программы по приобретению жилья для молодых семейных педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности не более 3 лет и не имеющих детей, но состоящих в браке? Да, конечно, вот я же сказал насчет программы, которую мы по программе строим жилье 20 на 80. Да, по этой программе можно заявляться. Также у нас программа через Министерство сельскохозяйства, вот опять-таки я сказал, арендное жилье. Там 100% оплачивается за счет бюджета. Нужно только прийти и написать заявление, и, соответственно, нужна нуждаемость. Вот вы подтверждаете документально свою нуждаемость, и вы включаетесь в программу, и ждать недолго. Вот кто дал, мы в этом году до 1 апреля, кто подавал документы, они уже, вот я сказал, что в этом году уже строим жилье. И сегодня можно подавать на 26-й год. На 25-й уже мы все документы сформировали. У кого есть желание, желающие есть, не только нашего района, и соседних районов, и соседних регионов, могут приходить. Нам кадры нужны. Во всех отраслях кадров не хватает, и педагогов не хватает, социальных работников не хватает, и, соответственно, в бизнес-структуре людей не хватает. Это промышленность, малый и средний бизнес, в сельском хозяйстве. Мы полностью, кто к нам приходит, мы сопровождаем, помогаем собирать документы и, соответственно, включаем программу. Мы с командой отрабатываем. Мы будем очень рады, если кто-то приедет, заявится на жилье. Вы можете быть уверены, что вы жилье получите. На этом наши вопросы закончились. Сергей Дмитриевич, спасибо вам большое за подробные ответы. Команда Кукмар-Информа желает нашему району дальше процветать и развиваться. Уважаемые телезрители, надеемся, что наша с вами рубрика была не только интересной, но и полезной для вас. И наша программа станет доброй традицией, где каждый из вас получит ответы на волнующие его вопросы. До новых встреч!